Впечатляют гражданские люди вашей страны, они невероятные. Он также думал, что он может сломать Западный альянс НАТО и поддержку, которую они вам предоставляют. Он также думал, что можно сломать волю стран по всему миру, а многие из этих стран поддерживают Украину и будут поддерживать Украину. Он ошибся и ошибается. Украина несокрушима, и она непобедима. И это показывает, что ничто не может заменить и осилить ту волю, которая горит в сердцах людей. Демократы, республиканцы, все семьи, все в стране понимают, за что борется Украина, что защищает. Целые поколения также поддерживают вас, базовые свободы, волю и суверенитет. И я четко сказал в ООН на этой неделе, и вы там были. Весь мир заинтересован в том, чтобы ни одна страна, ни один агрессор не имел возможности захватить другие территории, территории соседей. Мы никогда не прекратим поддерживать эти ценности. Именно поэтому вместе с нашими союзниками, партнерами, мы будем продолжать поддерживать Украину и предоставлять безопасность для того, чтобы Украина вернула свои территории. И будем помогать тем миллионам, которые страдают от российской агрессии. То, что они сделали с вашими детьми, это просто криминал. И мы будем поддерживать и украинские дипломатические усилия, чтобы поддерживать безопасность и суверенитет Украины. Россия препятствует миру. Россия сейчас ищет оружие в Иране, в Северной Корее, и также нарушая резолюцию ООН, за которую сама голосовала. Они понимают, что много стран страдают от голода, а Россия продолжает бомбить зерновые элеваторы, похищает украинских детей. Сейчас дни становятся холоднее, и Россия хочет использовать зиму как оружие против Украины. Я обсуждал с президентом Зеленским, что Украина продолжает бороться, а мы будем поддерживать. Сегодня я одобрил следующий транш американской помощи Украине, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанкового вооружения. На следующей неделе первые американские танки «Абрамс» будут доставлены в Украину. Мы также сосредоточены на укреплении потенциала противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, которая обеспечивает тепло и свет в самые холодные и темные дни года. Это включает предоставление второй батареи ПВО «Хоук» с постоянными поставками дополнительных батарей и других систем ежемесячно в течение зимы, а также установок перехватчиков, которые должны защитить украинские элеваторы, больницы, школы и электростанции. Это поможет сохранить жизнь украинцев. Мы также поддерживаем украинцев в защите и борьбе против захватчика и в восстановлении в будущем, чтобы создать условия для развития бизнеса, бороться с коррупцией, когда американский бизнес хочет инвестировать в Украину. Дамы и господа, на прошлой неделе я объявил о назначении Пенни Прицкер и благодарен, что госпожа Прицкер вернулась, и она будет спецпредставителем для восстановления, экономического восстановления Украины. Поможет Украине восстановить рынок, популяризировать инвестиции и внедрить необходимые реформы. У нас есть партнеры, большое количество, 29 партнеров, которые помогут Украине в восстановлении и в предоставлении безопасности, чтобы преодолеть будущие угрозы против посягательств на суверенитет и демократию Украины. Сейчас мы говорим о будущем, будущем свободы. Американцы никогда не отступят от этого.
Именно поэтому 575 дней мы продолжаем поддерживать Украину. Именно поэтому мы гордимся, что мы с вами, и мы вас поддерживаем. Господин президент, мы с вами, и мы вас поддерживаем. Спасибо большое, господин президент. Спасибо за все эти 575 дней. И я благодарю американский народ. На протяжении всех этих дней вы оставались вместе с нами, с обычными людьми, со всеми нами. Очень благодарен вам. Я благодарен вам, вашей команде, Конгрессу, а также журналистам за распространение информации обществу, миру, что вы делитесь правдой об этих трагических событиях, об этой агрессии. Поэтому очень благодарен вам, господин президент, за эту теплую встречу и за очень такие продуктивные, мощные переговоры. И сегодня мы достигли ряда важных результатов. Мы согласились работать над рядом стратегических решений, которые позволят нам предотвратить любую новую агрессию против Украины, против наших людей. И это будет одно из последствий действий Декларации Большой Семерки, нашей двусторонней договоренности относительно безопасности. Во-вторых, мы достигли новой договоренности об усилении оборонных возможностей Украины. Больше деталей будет объявлено в скором времени. Я благодарю вас за новый пакет, очень мощный пакет помощи. Он содержит именно то, что нужно нашим солдатам именно сейчас. В-четвертых, Соединенные Штаты будут помогать Украине с усилением противовоздушной обороны на зимний период. Также мы договорились об определенных шагах по расширению экспорта зерна из Украины. И мы, безусловно, продолжим работать над формулой мира. И будем готовить к проведению инаугурационного саммита по формуле мира. Большое спасибо за все эти аспекты, за 575 дней. Спасибо.